В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. День народного единства – российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, начиная с 2005 года. Основная идея праздника заключается в том, что могущество и процветание России коренятся в ее духовном и государственном единстве. Как идет подготовка к празднику в Доме дружбы в столице республики, мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Екатерина Егорова, руководитель ресурсного центра Дома дружбы народов имени Кулаковского. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, как проходит подготовка к празднику, что интересного ожидает горожан? Подготовка к празднику полным ходом. Все готовятся. В Доме дружбы народов занимается много творческих коллективов, которые, безусловно, всегда к этому празднику готовят какие-либо патриотические номера. Номера, представляющие разных народов, да, песни и танцы разных народов. К этому празднику у нас всегда формируются выставки. И в этом году даже 2 выставки. Одна из них посвящена фестивалю празднику народного творчества и традиций «Вместе мы, Россия». На этой фотовыставке будут представлены семьи наших этнокультурных организаций, которые своей красотой предстанут вот на этой выставке. И другая, еще одна выставка открывается в галерее. Эта выставка посвящена корейской культуре и 160-летию переселения корейцев в Россию. Это что-то новенькое для нас, я уверена, что для горожан тоже, поэтому добро пожаловать. Она будет работать в течение 2 недель, поэтому можно будет прийти в любой день после 4 числа. День народного единства празднуется уже чуть менее 20 лет. Какие-то традиции сложились в вашем Доме дружбы? В Доме дружбы народов, безусловно, традиции сложились. Самая главная традиция — традиция гостеприимства. Мы всегда открыты в этот день. Традиция знакомства. Мы знакомим горожан с разными народами. Наши помощники — это организации, представляющие свои национальности. Таджикская община, армянская, узбекская, белорусская, украинская, русская. И общины ассоциации коренных малочисленных народов Севера, якутской и так далее. Очень множество богатства культур представляют национальные объединения. И в этот день, конечно же, мы собираемся вместе в Доме дружбы, знакомим с национальной кухней, национальными праздниками, национальными костюмами. И много-много чего интересного можно узнать. Поэтому мы всегда открыты в этот день и рады объединяться сами и объединять всех, кто придет. Кто участвует в организации мероприятий, насколько масштабно? Позвольте мне здесь сказать о мероприятии, которое сейчас у нас проводится. Организовано оно ресурсным центром Дома дружбы народов и общественной организацией «Молодежная ассамблея народов». Это 2-й дальневосточный межрегиональный межнациональный молодежный марафон. Якутия объединяет. Этот марафон у нас проводится в течение 3 дней, накануне Дня народного единства, так сказать, да, вчера, сегодня и завтра будет проходить. И мы приходим в гости в учебные заведения города и знакомимся с теми проектами, которые создают сами ребята внутри вуза. Тему мы им задали, естественно, посвященную единству народов, многонациональности и духовным составляющим каждого народа. Да? И нашими партнерами этого форума являются Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный агротехнологический университет и Арктический государственный институт культуры. Вот на этих 3 площадках мы общаемся со студентами, и на этот форум приехал у нас почетный гость из Дагестанского университета Магомед Магомедов и активисты, руководители Хабаровского регионального отделения Молодежной ассамблеи Мария Бровенко и Екатерина Кукель. Мы очень рады гостям, и они нам советуют что-то сделать новенькое, внести, они представляют свои проекты, ребята, студенты представляют свои проекты. Вот такой вот культурный, духовный обмен у нас в эти дни проходит. И мы очень рады, что это таким образом, вот, День народного единства, он как бы еще увеличивается, да, то есть ощущение праздника даже порой лучше, чем сам праздник, и мы рады, что таким вот путем идем к этому дню. Каждый раз на каждой из площадок напоминая, что скоро состоится День народного единства, государственный праздник Российской Федерации, и все уже будут об этом знать. Активна ли молодежь, насколько активна в теме этнокультурной деятельности?
В городе Якутске она точно очень активна. И я могу сказать на примере общественной организации «Молодежная ассамблея народов Республики Саха-Якутия», которая является региональным отделением всероссийского движения «Молодежной ассамблеи «Мы россияне». И как раз-таки вот, они одни из организаторов марафона. И еще «Молодежная ассамблея» реализовала проект «Этноквест. Маршрут дружбы», прогуляясь по школам города. То есть они ходили к школьникам, провели такие в игровом формате знакомства с разными культурами разных народов. Мы посетили 3 школы. Также благодарим руководство школ. Это 13, 15, 39. И еще мы побывали в таком инклюзивном центре «Среда», которым руководит благотворительный фонд Харис Хал. И с удовольствием вот сами ребята молодые, которые являются носителями своей культуры, надевают костюм, берут какой-нибудь музыкальный инструмент уникальный и показывают, играют, поют, рассказывают, играют в игру, говорят что-то на родном языке. И вот в такой форме игры знакомят детей со своей родной культурой. Этот этноквест очень нравится всем. Прям все его любят. И когда мы сделали публикации в соцсетях, то у нас уже прям несколько школ зовут нас снова. Здорово. А есть какие-то мероприятия в поддержку участников СВО? Безусловно, безусловно. С 2022 года Дом дружбы народов всецело помогает участникам специальной военной операции. И это касается и всех работников Дома дружбы, всех специалистов. Это касается коллективов, которые занимаются, организуются благотворительные концерты. Большая сцена Дома дружбы является площадкой для любых благотворительных концертов. Все, кто к нам обращается, мы сами вносим в это вклад материальный. И мы также организуем площадки с участием студентов или активистов общественных организаций вот наших, да, когда они могут вместе с волонтерами изготовить сети, нашлемники, обереги, что-то собрать. И собрать посылки гуманитарного груза. И практически вот каждый, который на сегодняшний день является, ну, так сказать, праздник, да, но мы в этот праздник в обязательном порядке делаем что-то нужное и необходимое на сегодняшний день для участников специальной военной операции. Так у нас прошло мероприятие, посвященное Дню государственного флага России, когда мы собирали гуманитарную помощь в Курскую область и собрали больше тонны, и которые привлеклись и горожане, и сами представители вот ассамблеи народов, да, от всех диаспор поступил очень огромный объем гуманитарной помощи. 4 ноября мы проводим площадку Межнационального содружества «Слово и дело», на которой за одним столом с волонтерами дети, горожане, ребята, студенты будут что-то изготавливать, и все это вместе отправляется бойцам. И еще у нас одна появилась такая миссия. Ну, не то, что появилась, она и была, просто мы сейчас об этом чуть больше говорим. У каждой организации, представляющей национальную культуру, есть семьи участников СВО, которых они поддерживают, которым они помогают. И ну, это нормально, это так должно быть, мы должны помогать друг другу. Поэтому эта работа продолжается, она актуальна, и мы всегда безотказны в оказании какой-либо помощи, всегда готовы идти навстречу, чтобы ее организовать. И, безусловно, мы все стремимся вместе к победе России. Вот мне всегда было очень интересно, помимо подготовки к праздникам, да, чем еще можно заняться в вашем Доме культуры, допустим, посетителям? В нашем Доме дружбы есть уникальные, очень красивые пространства этнические. Одно из них посвящено коренным малочисленным народам Севера. То есть ты заходишь в это пространство, и ты весь окружен, да, чайки летают, да, солнце светит, карта уникальная с точками, где проживают коренные малочисленные народы, да, в Якутии. Там прямо даже, когда заходишь, немножко холодно. И там можно познакомиться вот с традициями коренных народов Севера и ассоциациями, которые эти культуры сохраняют. Есть второе уникальное пространство с якутским балаганом, где с полностью оборудованным пространством, да, в стиле вот якутского балагана. И там действительно тоже попадаешь вот в такой настоящий дом якутского народа, и есть все, что нужно. Недавно открылось пространство, называемое «Светлица славянских традиций», и выстроена русская изба
практически в натуральную величину. Автором эскиза и мастером является Эрнст Александрович Алексеев. И это пространство также наполнено выставкой коллекционеров Народный музей Якутии, который представлен и отражает как раз-таки тему русских в Якутии, различных веков и эпох. Вот это можно посетить постоянно, всегда, в любой день зайти, посмотреть. Афиша наша богата и на различные мероприятия, поэтому тоже всегда двери открыты. Ну и различные тематические выставки, которые в зависимости от актуальности дат в календаре, они меняются. Какие планы на ближайшее время? Что ожидать горожанам и гостям? Ой, я очень рада, что я здесь сегодня у вас появилась. Почему? Потому что у нас 4 ноября стартует первый этап фестиваля «Якутия многонациональная». Это этап, районный этап. То есть положение разосланы, районы отозвались, у нас очень много заявок на этот фестиваль, и нам важно, чтобы именно вот в районе в течение ноября месяца прошли различные мероприятия, которые День национальных культур, учрежденный в прошлом году главой республики Айсаном Николаевым, чтобы о нем узнали все, да, в каждом уголке нашей большой республики. Это тот день, когда каждая национальность, каждый человек, представляющий свою национальность, может ярко, открыто, красиво заявить о себе и показать самого себя. День национальных культур про уникальность каждой культуры. И мы ждем этого фестиваля. В Якутске пройдет финал. Сам день по указу — это первое воскресенье декабря. В этом году он выпадает на 1 декабря. То есть, с одной стороны, даже еще немножко в этом году будет совпадать с традиционным фестивалем «Зима начинается с Якутии». И на нашей площадке Дома дружбы народов состоится вот финал фестиваля «Якутия многонациональная». Что ж, спасибо. Действительно, очень насыщенная программа, очень интересная. Поздравляю вас с праздником и хочу сказать, поблагодарить вас за то, что вы уделили время, рассказали нам очень интересные программы вашего празднования. Большое спасибо. Добро пожаловать в Дом дружбы. Всегда. Ну что ж, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.